Всем большой привет! Как и планировал, в общем, прошло 2 дня. Ну, позавчера мы были здесь, проверили. Полная безнадега была на одном участке на глубоком. Один язь, один налимчик был. Ну, участок на мелкоте, в принципе, дал около ведра рыбы. Ну, прошел день, наступил второй. Мы опять на Печоре. И давайте же посмотрим сегодня, что нам даст Печора. И от сегодняшней проверки будет зависеть следующая проверка. Оставим мы палки или будем поднимать и заниматься другой рыбалкой. Посмотрим. Потому что, ну, должно наступить. Мой отец говорил, что, в смысле глухозимия, мой отец говорил, что раньше вот рыбачили он на палке. Налим прекращал где-то в середине декабря ловиться. Все палки поднимали, оставляли где-то буквально 5-7 палок для, как сказать, для проверки, начало ловиться, не начало. И, говорит, раз в неделю где-то проверяли их. И где-то, говорит, после крещения, опять после нереста налим начинал ловиться. И месяц-полтора там его еще ловили. Но это было раньше. Раньше, я говорю, отец поставит 25-30 палок и приносил каждый раз здоровенный рюкзак налима, еле тащил. Сейчас такое уже не прокатит. Река Печора обмелела. Многие спрашивают, вот мелочь, не мелочь. Да, раньше был вот приток реки Печоры Мылва, там налим был мелкий, на Печоре был крупный. Ну, теперь Печора обмелела до того уровня, как раньше Мылва была. Вот и налим помельчал тоже. А в низовьях нашей реки, это Ижемский район, Устильма, тем более Нярьянмар, где глубина 5, 6 и более метров, там налим крупный. У нас крупный налим когда попадает? Как только лед сошел после ледохода. И перед ледоходом осенью, в сентябре-октябре, мы сами видели, кто смотрит меня на канале, тоже ловился и по 2, и по 3, и по 4. Крупный налим у нас есть. Ну а зимой это редкость, но бывает. Мы сами видели и трешек, и двушек, и даже была одна пятишка. Так, ну что, пошли проверять, посмотрим, что нам сегодня даст Печора. Погода сегодня у нас, ну, такая, нормальная, терпимая. Минус 8 градусов, с ветром, со снегом. И по прогнозу обещают снеги 4,6 снежинок. В этом году очень много снега, наверное, весной будет большая вода. Все, хорош болтать, пошли проверять. Настраиваем камеру. Поехали. Здесь у нас бутылка с мальками. Даже 2 бутылочки. Ну и в принципе на эту палку тоже иногда попадали и налимы, и язи. Смотрим, натяжечка есть какая-то. А, это живец был. Это налимчик, мы его оставляли, да. И все. 2 живца живые. Никто сюда не приходил. За 2 дня мальки выжили. Налимчик тоже на месте. Ладно. Смущает то, что живые мальки, и никто их не берет. Вот это называется, возможно, начинается глухозимие. Когда рыбы нет и мальков нет, тогда понятно. Рыба была, рыба взяла малька, и рыба ушла. Так, что, с какого начнем? Давай вот этого. А когда вот так вот мальки живые, то это, конечно, хреново. Ладно, будем смотреть, что дальше покажет. Так, а на эту палку надежда есть, потому что в прошлую проверку здесь было 2 рыбы, и язи, и налим. Сегодня один маленький налимчик идет по ходу там. Да, шпингалет, оставим его для приманки.
на живца, на крупного налима. Не теряем надежду поймать трофейного. Вы сами видели, что самый первый налим у нас клюнул на мелкого налимчика. Что 5-килограммовый налим, который попадал, тоже попал на мелкого налима. Смысла рвать ему кишки, отпускать нет, брать его не стоит, смысла тоже нет, кушать там нечего, будет болтаться до тех пор, пока он живой. Как подохнет, возьмем собачки. Фу. Для вас, друзья, прошла 1 секунда с момента проверки последней палки. Вернее, проверил я все 7 палок, которые были на въезде. Как мы видим, корыто у нас пустое. Блин, поднялся ураганный ветер, северный, северяк, и со снегом еще. Где-то метров 15 точно, 18, наверное, есть. Может, порывы до 20 метров в секунду. И самое хреновое то, что надо напротив ветра лицом стоять. Но я попробую так вот стороной немножко, вот так вот. Да, так более-менее, потому что вот так вот, как обычно я стою, нет никакой возможности, ветрище. Ну что, начинаем. Начинаем проверку глубокого участка. И моему оптимизму уже пришел конец, потому что на 7 палках все живцы были живые, ничегошеньки там не было. Как мы видим, за 2 дня лунки, засыпанные в колодцах, не замерзли вообще. Лишнюю сейчас даже не беру. Это с одной стороны хорошо. Все хорошо. То, что не ловится, это плохо. Ну, чего и требовалось ожидать. Глухозимье еще никто не отменял. Просто в этом году оно задержалось. Если сегодня будет пусто, в следующий раз мы будем уже поднимать. Еще и зацеп. Зацепилась об край льда. Ладно, сейчас пока найду веточку, отцеплю. Течением цепляет. Так, в общем, пустая палка. Пустые палки показывать не будем. Если что-то попадет, заснимем, покажем, смонтируем. А нет, так и нет. Если сегодня будет пустой улов, в следующий раз будем поднимать палки. Как-то вот так. Всему свое время. Значит, и палочной рыбалки пришел конец. Мне 20 минут 4-го, и мы только-только включили фонарик. Если раньше мы 3 недели назад включали фонарик уже 2:30, в 2 уже начинало темнеть, то сейчас почти на час уже день стал длиннее. Это не может не радовать. Это говорит о том, что скоро весна, скоро дни будут длинными, яркими, и дай бог все проснется. Пока вот такая вот картина. Живцы живые, живцы мертвые, но они целые. Нет никакого настроения. Все, это, друзья, последняя проверка. По-любому, наверное, следующий будем подниматься. Пока наживляем, живцы пока есть. Остатки живцов оставим в бутылках. Пусть поживут до весны. А весной, после рыбалки на лесных речках, мы реанимируем эти палки, поставим по новой, и мы будем уже ловить
немножко по-другому, другими снастями, мелкими крючками, червячками, сишка, хариуса. Но вы это все сами увидите. Как говорится, это будет как минимум середина марта, не раньше. Посмотрим. Не будем ничего загадывать. Планы такие. А как будет на самом деле, жизнь покажет. Пока вот так вот. Проверили 3, 4, 5 палок на глубоком участке. Даже намека нет на то, что здесь есть рыба. Все. Сегодня можно смело идти домой, не проверяя дальше. По-любому будет нулевой результат. Но пока не окоченеем, пока не замерзнем, будем проверять. Короче, еще 5 палок здесь проверяю. Если ничего нет, береговые гляну еще и поедем. Потопаем на первый участок. Там все-таки надежды больше. Да ладно. Да ладно. Налим, что ли? Да? Ну вот. Первый. Это что за пятно у него там? Грязь просто. Я уже думал, что за родимое пятно. Ну, от нуля ушли, уже хорошо. Килограммовик как минимум. Не, больше тут. Килограмма 1,5, наверное. Вот. Вот такой вот сопливчик. Хруст. Ай. Вот такой вот. Первый и последний, наверное, сегодня. Ну, посмотрим. Я вообще думал 0 будет. Но вот один все-таки клюнул. Один единственный. Пока. Осталось на... Сколько тут? Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5, 6 палок возле берега. Посмотрим, может быть, что-то возле берега будет. На глубине вообще рыбы нет. Так. Первый Инскаден. Пойманный. Налим дал надежду опять. А то вообще без надежды палкой поднимаю. Она пусто. Вот примерно как это. Смотрю, малек живой, второй живой. Даже до конца не поднимаю. Чувствую, что натяжки нету. В такой ветер лишний раз руки мочить. 2 живца есть. Уже хорошо. Если рыба будет, она и попадет на эти 2. Это когда хорошо ловится, да, там каждый крючок на счету. А когда так, есть пару живцов, достаточно. Нет, была погода нормальная, а то уже ветер, руки мерзнут. Такое ощущение, что еще и похолодало. Ну, северяк дует. Тут даже и минус 10 хватает с ветром, чтобы замерзнуть. Блин. 2 дня назад веселее было проверять. Ну, по погоде, в смысле. Да и так, на первом участке. Хотя до первого участка мы еще не дошли. Может, там тоже что есть. Может, рано унывать, как говорится. Надо всегда говорить: смотрим, проверяем, надежды не теряем. Тогда, может быть, будет ловиться. А то мы повесили носы. Нету. Не ловится. Все ловится, все хорошо. Зато долбить не надо. С этим снегопадом вон лунки вместо замерзания каждый раз становится все шире и шире. Это вот здесь вот с лопату только. А там, наверное, уже ого, какая майна внутри. С метр, наверное. Так, что? Здесь что?
Да ладно. Натяжка что ли? Да, что-то натяжечка. Язёк что ли? Да, он самый. Ху-ху-ху-ху. Ну, Янцекадан. Язёк вот есть даже. Так что, может быть, раньше времени мы горевали. Может быть, еще все получится. Может быть, может. Может быть, может. Так. Сердце ёкнуло, забыл, что здесь бутылка у нас. Ой, кто-то дернул. А что-то есть. Что-то есть небольшое, похоже на яська. Может быть, налимчик. Налимчик. Небольшой. Заглотил даже лутка, шансов у него нет. А для живца он крупный. Так что пойдешь на сковородочку. Вырывать кишки и отпускать, я уже говорил не раз, я не собираюсь. Шансов у него не было. Дергает даже. Даже дергает. Что горет, блин. Что с вами делать? Что с вами делать? Да ничего не делать. Заглотил. Ладно, оставим вместо живца. Барахтается. Ну вот и крайняя береговая палка. Здесь возле берега совсем не глубоко. Посмотрим. Здесь тоже пусто. Что живцы целые. Я доставать не буду, потому что живцы дохнут. Поднялся сильный ветер с метелью. Малек сразу замерзает, в жабры попадает снег и он сразу окочурится. В такую погоду самое умное решение — это плюнуть на все и поехать домой обратно. Но мы все-таки проверим первый участок на мелководье. Будем надеяться, что там что-то поймаем. Здесь мы на глубоком что поймали? Налимчик, язь и еще маленький налимчик. Погода дрянь, но пока держимся. Приехали на первый участок. Вот она, первая береговая палка, которая покормила нас хорошо. Что я хочу сказать. Сейчас вот ехал здесь вдоль берега. И в прошлый раз просто было такое углубление. Я такой думал, просто наледь. А сейчас уже где-то примерно полметра на 1,5 промоина появилась возле берега. В 2 шагах от буранки. Несмотря на то, что еще не было плюсовой температуры, много снега и промыло. Перекат я уже здесь говорил. В прошлый раз вот здесь я полностью все протоптал, чтобы вышла наледь. Вон. Здесь сейчас более-менее вот лед появился. Самое опасное — это вот раз, два, вот третья палка вот здесь вот. Да, здесь тоже опасно. Промыто уже очень большие полыни. Надо быть очень-очень осторожным. Я уже палку не ставлю на край, сюда на середину, потому что каждый раз лунка удлиняется, и можно будет так вот наступить ненароком и провалиться, не дай бог. Вон, ничего не замерзает. Вон,
на снегоходе вот проехал, получается уже он нету льда-то нету. Вот так вот сделать немного, чтобы лед там был. Вот снег может быть замерз, да, ничего не замерзнет, сейчас снегом закидает, да и все. Тут мало того, что не замерзает, тут постоянно промывает. И как бы надо немного подальше. Здесь-то мы 2 жердины кидали. Надо подальше вот тут вот обходить. Не дай бог еще здесь провалиться. Надо быть очень-очень осторожным. Короче, в округе здесь льда нету. Глубина небольшая. Где-то 1,20 метра примерно. Но так как течение приятного будет мало сюда рюхнуться. Ну что, смотрим. Тут, в принципе, береговая палка у нас работала обычно. Ух ты. О! Березовая ветка появилась. Нормально. Я ее накладывал на лед. И мы сейчас ее зацепляемся об нее. Ее уже промыло. Она вот на льду была. Вон березовая ветка. Ее у нас промыло. Нормально. Получается, ветка, которая была на льду, теперь она подо льдом. Вот здесь только получается то, что мы натоптали снег, и все. Зацеп. Сейчас вот попробую сломать эту ветку. Говорю, тут вообще в этом году новое место, как бы, и очень-очень опасная. Вот она березовая ветка, ветка березы. Помните, да, сюда накладывал, когда по первому льду мы рыбачили, чтобы не провалиться. И теперь она вот она. Теперь она вот она. Уже подо льдом. А ложили на лед. Ладно. Денек еще как-нибудь поплавайте. Ну, следующая проверка точно будет последней. Крайней, или как там ее. Будем поднимать палки. 100%. Хорош рисковать. И когда будем рыбачить дальше, по-любому будем переставлять в другое место. Ну его нафиг. Так. Вторая палочка. Здесь что-то есть. На третьем крючке язёк. Язёчек, дружочек. Так что рано. Ну, в прошлый раз, в принципе, так и было. Там нифига, тоже налимчик ясь было, а здесь ведро мы надергали. Дай бог, сегодня ведерочкой накидаем. Ну, все равно, даже если накидаем ведерочко, следующая проверка будет крайней. По крайней мере, для глубокого участка точно. Может быть, здесь оставим несколько палок, а там точно поднимать будем. И далеко и смысла нет. Хотя половили там, щуку хорошую поймали в этом году. На лиму попадали. Но этот участок кормил лучше. Так, ну вот она, третья, самая опасная палка. Вот лунка где-то отсюда до сюда уже. Я уже не стал ставить палку на край, поставил на середину. Вот это все промытое. Если сюда наступить, то провалиться можно. Вот здесь она у нас лунка отсюда. Но там не буду копать. Короче, тут еще все
Вон. Здоровенная майна тут, а не лунка. Вон. Уже потащила туда по течению. Вон. И тут нету льда вообще. Если кто-то по незнанке наступит рядом с палкой и все, уйдет с головой. Ой, надо быть очень-очень осторожным. Так, что у нас тут? В прошлый раз-то я здесь все натоптал. Полчаса топтал снег, чтобы замерзло. Нет, на этот раз все 3 живца живые. Прошлые проверку здесь вроде бы хорюзок был. Значит, пора закругляться. Как ни крути, сезон палок подходит к концу. Так, что-то дергает. Яздек. И налимчик мелкий вот так вот запутали. Яська туда, налимчика сюда. А господи, как вот тебя теперь распутать? Ну, как-то надо будет постараться. Вон как запутали все. Оставить, не оставить. Нет, это вот оставим 100%. Вон, смотрите, куда его вот отпускать. Смотрите, где у него крючок. Вон, видите, да, крючок с живота торчит до печенки. Вон, это у него пробит пищевод, живот, печень, все пробито. Но если его с крючка не снимать, он еще поживет. Давайте, наверное, распутаем как-нибудь. Постараемся. И нацепим малька. Может быть, что-нибудь попадет. До этого надо тоже как-то распутать. В общем, пока выключаемся. Что-то идет. Налимчик. Налимчик съедобный. Съедобный налимчик. Так. Для живца он крупный. Заглотил на крупный крючок. И он сейчас все запутает. Короче, забираем. Пойдешь на сковородочку. Те, которые будут писать, так сказать, нехорошие комментарии, скажу вам сразу. Я херню не страдаю. Я рыбалкой занимаюсь не для понтов, тем более этот налим по правилам разрешен, 35 сантиметров есть в нем по-любому. А спортивной рыбалкой я не занимаюсь. Я считаю, те, которые занимаются спортивной рыбалкой, поймал, отпусти, это то же самое, что заниматься сексом с резиновой бабой. Примерно одно и то же. Так что пишите, не пишите. Мы рыбу ловим для пропитания, а не для баловства. По прогнозу порывы ветра обещали до 10 метров. Но дует так, что тут не 10, нет, 10 это может постоянно, а порывы до 20, наверное, метров доходят. Аж сносит. И с температурой минус 10, я скажу вам, приятного маловато. Да все бы ничего, если бы ловилось, а то еще очень много палок вот так вот пустых
и с нетронутыми живцами. Вот это хуже всего. Если бы ловилось и мороз, и ветер, все было бы нипочем. Ну, от нуля мы ушли, конечно. Не пусто, но, друзья, поверьте, пока не густо. Хотя на удочку я бы этого не поймал. Хотя бы если бы даже и целый день здесь сидел. Все-таки за пару часов поймать даже столько, это мы привыкли уже просто ловить целыми корытами. И кажется, вот это вот маленький улов. А так, ну, скажу вам одно. Это огромный труд. А в непогоду это просто жесть. Но нам это дело нравится, и мы это дело будем делать. Это дело делал мой дед, это дело делал мой отец. Не знаю, будут ли заниматься этим мои дети. Но я пока могу заниматься этим, буду точно. Как Иван Григорьевич говорит, движение — это жизнь. Дома сидеть точно не будем. Очень много времени потеряно без рыбалки, когда я работал. Теперь я на пенсии и отрываюсь за все те года, которые были без рыбалки. Даже если вот так вот палка за палкой все идет не так, как надо. Кулома малек. Третий кулом, а второй живой. Ладно, меняем пока. Следующая проверка у нас будет крайняя. Будем подниматься, наверное. Пора. Натяжечка есть. Что-то пока идет. Язь, наверное, да? Это язь. Дошел. Инскаден. Красавчик. Не крупный, но, как говорится, на безрыбье и эта рыба. Самый раз консервный размер. Нашим бойцам на консервы как раз. Все для фронта, все для победы. Я говорю, сейчас вся рыба у нас, вернее, все язи с налима я пробовал, консервы не очень. Налима пожарим. А вот с язей консервы отправятся нашим бойцам. Так, щучья палка. Что сегодня на щучьей палке? А сегодня у нас небольшая натяжка есть на щучьей палке, что-то есть. На третьем крючке налимчик. Налимчик. Небольшой, но съедобный. Для живца точно крупный. Вот. Вон, кишки все уже наружу. Видите, да? Он уже блеванул кишками. О чем может быть речь? Отпускать там, не отпускать? Не понимаю. Я таких людей не понимаю. Которые вырвутся кишки, еще и поцелуют. Иди гуляй там, моя хорошая. Позови маму, папу. Зато для зрителей он красавчик. Он какой хороший. Отпускает. Не. Надо быть самим собой, а не притворяться. Какой ты хороший.
Надо быть тем, какой ты есть. Хороший, плохой. Для кого-то, для всех хорошим все равно не будешь, это 100%. Да тони ты уже, ёшкин кот. Вот хуже всего некуда, блин, когда зацепится, так и не идет, блин. Я не знаю, видно, не видно. Ну вот прямо по курсу промоина. Сейчас попробую сделать ярче. Вот видите, да? Моя буранка идет вдоль берега. И от буранки метрах 5, даже метрах 4, вон промоина, вот там вот снег провалился, и там уже открытая вода. То есть буквально, если бы я проехал 3-4 метра сюда, я бы уже мог провалиться. Все, заряд на батарейке, на фонарике уже заканчивается. Ну, если что, у меня запасная батарея есть. Так, пора менять. Я когда ставил палки, вот это крайне уже не пошел. Лед очень опасный уже был здесь. Ну вот, начинают промывать. Сейчас здесь будет все промывать. Надо, чертой матери, валить отсюда по-быстрому уже. Так, давайте, пока фонарик горит, проверим эту палочку крайне нижнего ряда. Хоть долбить не надо, и то хорошо. Хоть долбить не надо сегодня. Да это зимой по-серьезному долбежки-то так и не было. С ребятами только Санька подолбил немножко, когда с Сыктывкара приезжали. Да так пару раз, пока снега не было. А так нормально. Льда-то нет на реке. Зима теплая, как никогда. Пару раз были тридцатники, и все. И то на пару дней. Че, пусто? Пусто. И здесь пусто. Никого. Так, а это палка налимья. Здесь был трофейный налим на 5 килограмм. Сегодня здесь никого нет. Сегодня живцы живые, никого здесь не было. Но ёшкин кот опять зацепляется, твою мать. Натяжечка. Опа. Опачки. Енскаден. А шел-то спокойно сначала, вообще еле-еле. Капитально попался за нижнюю губу. Четенько, 100% был мой. Вот это уже красивый язь. Вот Енскаден. Капитальный, хороший. Кстати, вон видно, брюхо полное, опять с икрой. Весной он с икрой, осенью с икрой, зимой икрой. Такое ощущение, что круглый год язь не рестится. Из-за этого такая численность, наверное, на реке. Потому что плодится как кролик, блин. Это хоть язь плодится. Ну, тоже надо меру знать, а то кроме язя скоро на реке ничего же не останется, ни сига, ни хариуса. Всех херачит, съедает, как саранча. Раньше, помню, за язями не было столько язя на Печоре. Помню, рыбаки поймают на сети сетями язей. Ведро, два там привезут в сельповский магазин. Бабки очередь занимали. Давали, когда по 2 штуки в одни руки, когда поменьше по одному язю. И чтобы получить одного или двух язей,
Они стояли в очереди с утра до открытия магазина, ждали рыбаков, промысловиков, которые привезут там 2-3 ведра рыбы на всю деревню. И продавали, не помню, 50 с чем-то копеек, что ли, килограмм был. Не было столько язя. Весной там немножко ловили, осенью, летом его мало было. Вентиля ставили, вот помню. Сейчас этим никто же не занимается. Все уже наелись язем. Язь уже не рыба. Те, которые не водят, говорят: задолбал этот язь. Сига хариуса мало, один язь. Выкидываем его уже, не берем. Все зажрались. А язя просто надо уметь переработать, приготовить хорошо. Такая же вкусная рыба. Очень много вкусняшек можно из него приготовить. Так, поменял батарейку. Последний файл, наверное, опять с глюком записала. Лучше бы она выключалась, когда батарея садится. А то скотина же не выключается. Продолжает писать, а изображения уже нету, только звук пишет. И я распознаю, что она глючит только после того, как дал ей команду выключиться. А она это делает с задержкой. Вот тогда я понимаю, что она уже начинает тупить. Одного малька нет, двое живых и никого. И только тогда я меняю батарейку. И, как правило, последний файл, когда я еще заранее не распознал, что она начинает глючить, уже не записывает изображение, по крайней мере. Руки-крюки закоченели уже, вообще не работают. Так вот. В этом году очень много снега и очень мало льда. Скорее всего, если не будет больших морозов весной, то лед уйдет быстро. Если быстро будет таять, то будет большая вода, наверное. Ну а если ударят морозы, после того, как уже снег пропитается водой, то тогда лед будет крепким. Ну, не знаю, посмотрим, какая весна будет. Пока зимы мы не видим. Середина января уже на календаре. Скоро февраль. А зимы еще не было толком. Ну, я так думаю, все равно природа возьмет свое. Что-нибудь, да. Где-то когда-то похолодает. Может быть, в конце января, не знаю. По прогнозу эта неделя вся еще теплая. Так, что-то вроде бы дергает. Что-то вроде бы идет пока. Так, вот за лёду только не надо сейчас цепляться. Налимчик. Вот. Потихоньку на жареху. На пару жарех уже мы налима наловили. Так что глухозимем. Вот такие вот сладенькие жаровочники попадают потихоньку. Ну, что потихоньку, это точно. Что-то накрутило, что-то было и ушло. Сейчас как минимум один крючок должен быть пустой. Да, вот второй крючок пустой. Третий еще об лед цепляется собака. Третий тоже пустой. Что-то было. Скорее всего, это язёк был. И ушел. На третий крючок ставим малька поменьше.
крючок, потому что поменьше. На второй тут тоже, в принципе, крючок не крупный. Ставим среднего малька. А на первый на крупный крючок самого крупного. О, погодка. Метет и метет, не прекращаясь. По прогнозу еще снег и снег в этом году. Ужас, что творится. Как-то вот так. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Дождь и снег в любое время года надо благодарно принимать. Вот как-то вот так. После каждой палки насухо вытираем руки и одеваем суконные рукавицы от Максихода. И несмотря на то, что здесь уже вот немножко во льду от лопаты, внутри теплые, как печки, согреваются руки сразу. И засыпаем, и засыпаем. Все, пошли. Пошли дальше. Так, здесь крайняя палочка в этом ряду. Здесь у нас была большая полыня открытая. Не знаю, заместит ее замело, но льда здесь толстого нет, это 100%. Мне кажется, пешком вот так пойдешь, бульк, утонешь сразу. Также и на технике. Так что, какая бы техника ни была, мощная, скоростная, не зная броду, лучше не рисковать. Просто так вот ехать, не зная, какой лед, какая вода. Это неправильно, считаю. Так, ну что, камеру не выключили. Ну ладно, будем надеяться, что здесь рыбка есть. Будем надеяться, что здесь рыбка есть. Рыбка есть, но походу не про нашу честь. Вот такой вот налим на грани исчезновения уже. Не крупный. И второй маленький. Ну, второй-то живец точно. А вот этот что-то подозрительно. Такое ощущение, да, он. Кто-то его пытался засосать. Вон следы от зубов, видите, да? Налимчик его с головы, ой, с хвоста взял. Вон следы от зубов. Вон, видно, шкуру поцарапал он зубами. Но, видать, или налим не крупный был, или что-то не засосал. А крючок, вон он где внутри. И получается, он не зацепился. Он во рту налима побывал точно. Вон, видно. Вон, как наждачной бумагой. Скорее всего, налим был не крупный. Ладно, все равно он уже на грани исчезновения. Забираем. А ты иди поплавай. Может, ты поменьше немножко, может, тебя проглотит. На крайней палке, да, запомнили? Будем надеяться, что что-нибудь здесь клюнет хорошенькое. Так, а здесь у нас натяжечка есть. Дергает. Язёк. Вот Янскадан. Язёчек. Ну вот. Уже хорошо. Потихоньку.
Улов прибавляется 0. Тут не только 0. Нормально. Попробуй вот поймать вот столько рыбы на удочку. Да ты хоть целый день сидеть будешь. Ну, язей-то, может быть, и поймаешь с прикормкой. Там писали на удочку, говорит, тоже язь хорошо ловится. Но на лиму на удочку у нас бесполезно, не поймаешь. Я сколько пробовал и стучать, как Костян ловит на Енисее. На Печоре такое не прокатывает. Многие пишут, вот и рыбак такой-сякой, вот Костян, туда-сюда. Че Костян? Я так думаю, если бы Костян сюда приехал, поставил перемет, ну, как ни крути, такого улова, как там на Енисее, он бы здесь тоже не поймал. Разницы нет. Перемет, палки или что там, как там. Если рыба есть, она и так попадет. Просто перемет долбить меньше надо в морозы. Черную дуру одну сделал, да и все, как он ходит, как в магазин к этой дырке, отдолбит, проверит. Полный прицеп налима накидает и все. Здесь такое не прокатит. Каждого налима надо огромный труд переложить, чтобы поймать. А если поставить перемет, ну, попадет тебе налимчик или два некрупных. А возьми сколько к этому перемету приезжать из-за двух таких шнурков тоже. В общем, ловим так, как ловили наши отцы и деды, и как на нашей реке более-менее продуктивно. Да, более трудоемкий процесс, но самый продуктивный. Не качеством, то количеством. Труд огромный, но только так можно поймать. По-другому никак. Это ладно, сейчас морозов нету, снега много, хоть еще лунки не замерзают. Если бы лунки замерзали, ого-го бы было сколько труда. Долбежка без снега. Со снегом-то засыпаешь, не замерзнут, если часто проверять. Там края только подровняешь и все. Ну, когда снега нету, о, что-то здесь у нас тоже есть. Язёк. Нет, налимчик хорошенький, килограммовик, не меньше, друзья. Янцкадан. Вот Янцкадан. Хорошенько. Налимчиков мы набрали сегодня опять раньше времени. Получается, мы унывали. Так, а там вот так раз. До характерного щелчка. Вот это уже налим. Красавчик. Килограммовик не меньше. Ну уже красиво. Уже не стыдно себе посмотреть и домой супруге показать. А то я думал, уже вообще пустой приеду. Так, осталось 3 палки. 3 палочки. Где-то был живец, помню, в конце. Помню, на которой палке. Так, тихо. Ладно, 2 живца живых. Даже 3-го поднимать не будем. Рыбы нет, натяжки нет. 2 живца есть. Это хорошо. Пока мы будем доставать, и эти подохнут с таким ветром, со снегом. О, ветер так и не утихает. Порывы вообще капитальные. И это, мне кажется, уже не минус 10, как было, а где-то градусов минус 15, наверное.
А с ветром и с метелью это, поверьте, приятного мало. Вон что творится, вон что творится. Но только проехал здесь на урагане, уже все. Всю дорогу уже замело. Ничего, домой приедем. Рыбацкого за ужином, чайку горячего, и все пройдет. Все пройдет, и печаль, и радость, все пройдет. Так устроен свет, все пройдет. Только верить надо, что налим обязательно попадет. Не помню, или на этой, или на той палке был мелкий налимчик, живец. Так что надежда на трофейного есть. Смотрим, проверяем, надежды не теряем. Нет, вот он болтается, да, здесь живой еще. Что там дальше? И дальше. И дальше. Блин, за лед цепляется. Твою дивизию. Еще раз не выйдешь, нафиг пошел. С Новым годом пошел нафиг. Один живец есть. Налим ушел, хоть нет, ушел. Будем ждать на следующей проверке здесь трофейного. Если нет, которые глубоко не заглотили, все налимы будут амнистированы, отпущены. Вот это, да, это уже. Ну а те, которые заглотили, я даже и мелких отпускать не буду. Зачем? Все равно подохнут. А так, или собаки, или Ромкины кошки, всяко польза. Так, все, последняя, да. Последняя палка на сегодня. Выдержали, выстояли. Готов был уже уйти с глубокого участка. Если бы начал с этого, ну если бы с этого начал, тут бы было, может быть, настроение было. На глубокий точно никакого настроения уже нет. Ходить даже. Если здесь, да и нет, если поднимать, то и поднимать уже, даже здесь оставлять не будет, хватит. Ну, давай хоть здесь что-нибудь интересное. Интересное. Ничего интересного. Тоже зацепляется об лед. Два живца живые. 3. Ну, достали. Нет, 3 живца живые. Все живцы живые. Так. Не замерзайте, не замерзайте. Все, валите обратно. Видите, да? Это очередное доказательство, что глухозимье все-таки на Печоре наступило. Наступило глухозимье. Значит, пора поднимать палки и заниматься другой рыбалкой. Все. Так, ну что у нас? А у нас в квартире газ. Что у нас по этим? Раз, два. Так, ничего не видно. Раз, два, 3, 4 язя. 5 язей. 5 язей. И раз. Вот этот красивый тоже налимчик. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 налимчиков. И вот еще есть 3, 4, 5, 6 язей. 6 язей. 2 налима. И
5 налимчиков. Вот такой вот улов у нас. Не пусто, но, друзья, и не густо. Так что это была у нас предпоследняя проверка, друзья. Не знаю, как записала камера. Следующий приезд будет уже последним. Мы поднимаем палки на следующий раз окончательно. До весны на Печоре делать нечего. Все. Вот такая была холодная проверка. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Не забываем. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся.